Доброе утро! Телеканал «Якутия-24» и «Утро Якутии» приветствует всех наших любимых телезрителей. Сегодня вторник, 31 октября, последний день уходящего месяца. Ну а мы, как всегда, в 7:00 приветствуем всех вас. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что ближайший час станет для вас полезным, интересным, позитивным и зарядит вас на всю оставшуюся рабочую неделю. Но, забегая вперед, позвольте рассказать. Сегодня мы будем говорить об искусстве. У нас будут очень интересные гости. Конечно, у нас будут постоянные рубрики «Говорим правильно», «Фитнес». Как всегда, эфир будет очень насыщенным. Оставайтесь с нами. Напоминаем вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои вопросы, свои предложения, фотографии, видео. В общем, все, что вашей душе захочется. Ну и мы, конечно же, дадим вам обратную связь. Ну а как всегда, в начале нашего эфира хотелось бы узнать, какая погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. В Заречной группе 15,9 градусов ниже 0. В южных районах до минус 22. В Вилюйской группе 23,15 ниже 0. В Нижнеленских до минус 14. В западных районах 19 градусов мороза. В Колымандигирской группе улусов до минус 11. В Янских 18 градусов. На северо-западе ожидается до минус 20. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 8 градусов. Уже стала доброй традицией просыпаться вместе с нашей программой. И вот уже еще одна такая новинка в нашем эфире – это то, что новости мы стали выдавать прямо в начале нашего утреннего эфира, потому что мне кажется, что это грамотно. Ведь самые последние новости, которые прошли вчера и, возможно, несколько дней назад, мы можем узнать прямо вот здесь и сейчас. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. С 23 октября закрыта паромная переправа через реку Алдан. На участок Мегина-Алдан-Каскиль стали выходить суда на воздушных подушках. Также все переправы закрыты и через реку Вилюй. С 26 октября было прекращено движение под Верхневилюйском. На сегодняшний день продолжает свою работу паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. Погодные условия на конец октября позволяют вести работу до начала ноября, сообщают в предприятии «Паромы Якутии». По поводу паромной переправы Якутск-Нижний Бестях на сегодняшний день паромы работают, 10 единиц. И действительно из-за теплой погоды на сегодня у нас на 30-е работает 10 паромов с 6 до 10 вечера. На сегодняшний день они ходят по мере наполняемости. Резиденты ТОР Южная Якутия инвестировали в производство свыше 88 миллиардов рублей и создали свыше 8 тысяч рабочих мест. ТОР действует в Нернгринском районе республики. Ее основной специализацией является добыча и переработка коксующихся углей. Они созданы на Дальнем Востоке в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина по опережающему социально-экономическому развитию региона. В Минэкономике региона отмечают, что в ТОР Южная Якутия реализует проекты 19 резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет свыше 112 миллиардов рублей с созданием около 9,5 тысяч рабочих мест. Капитальный ремонт 10 объектов Северо-Восточного федерального университета проведут в 2024 году в столице региона. Так отремонтируют 3 учебных корпуса. Корпус факультета естественных наук, учебный корпус военно-учебного центра, учебно-лабораторный корпус, а также 3 спортивных объекта. Стадион «Юность», легкоатлетический манеж, спортивный зал номер 3. Кроме того, проведут ремонт 4 общежитий – номер 17, 18, 20 и номер 7. Отмечается, что общий объем требуемого финансирования составляет почти 250 миллионов рублей. На время ремонтных работ в общежитиях студентов вуза отправят на дистанционное обучение с 1 мая 2024 года.
Ключи от нового автомобиля «Реанимобиля» вручили Амгинской центральной районной больнице в рамках национального проекта здравоохранения. Новая специализированная машина оснащена дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ, транспортным монитором, наркозной и кислородной аппаратурой, пульсоксиметром, тележкой-каталкой, съемными носилками и всем необходимым медоборудованием для первой помощи. Одним из главных преимуществ «Реанимобиля» является его мобильность. Благодаря этому он может быстро достигнуть места происшествия или пациента, что позволяет медицинскому персоналу начать оказывать помощь уже на ранних стадиях. На днях новая машина прошла техосмотр ГИБДД, получила государственные номера и начала работу. Буквально на прошлой неделе она совершила свой первый экстренный вызов. Отделение скорой медицинской помощи всего 5 бригад. Из них 4 бригады оснащены автомобилем класса В, именно «Реанимобиля». Скорая медицинская помощь в день принимает вызова более 25-30 вызовов ежедневно. Из них экстренных где-то составляет 15-20%. В межсезонье республику часто настигают внезапные выпадения снега, потепление, и в связи с этим образуется гололед и ледяные наросты. Работы по уборке улиц и дорог от снега не прекращаются. В каждом городском округе и пригородах к уборочным работам привлечены муниципальные дворники и подрядные организации управ. Проводятся рабочие совещания. Так, управа строительного округа отвечает за уборку обслуживания тротуарных дорожек 15 улиц общей площадью 87 тысяч квадратных метров. Для уборки подрядная организация использует уборочный инвентарь и спецтехнику. Мини-погрузчик, грузовик, большой погрузчик и 2 малые уборочные машины. С третьего квартала 2023 года мы уже взяли муниципальный контракт на себя. То есть ранее, если другое структурное подразделение отвечало за тротуары, в этом году все полномочия по уборке и обслуживанию тротуарных дорожек перешли к нам. В связи с тем, с чем у нас появились свои подрядные организации. Именно у нас сейчас работает одна подрядная организация, то есть по всему округу. Со 2 по 12 ноября в Государственном театре оперы и балета пройдет фестиваль оперного искусства «Ария Севера». Впервые фестиваль прошел в столице Якутии в 2003 году, и его название было выбрано самими зрителями. Фестивальная афиша оперного форума включает самые яркие спектакли репертуара с участием ведущих голосов театра оперы и балета и приглашенных солистов, ведущих оперных театров всей нашей огромной страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, а также Италия. В нашей студии сегодня директор Государственного театра оперы и балета имени Сорона Малона Владислав Левочкин. Доброе утро. Доброе утро. Как мы уже отметили, да, этот фестиваль будет проходить уже не первый раз, то есть первый был в 2003 году. Ну и, конечно, раз уж юбилейный год, соответственно, и программа должна быть насыщенная. Вот немного расскажите про это. Ну, вообще, фестивали у нас появились в 1991 году, появилось фестивальное движение, поскольку театр получил статус театра оперы и балета. Конечно, было очень много различных фестивалей. У нас регулярным стал фестиваль балета. Сначала «Северный дивертисмент», потом «Стерх». Что касается оперных фестивалей, то у нас были в основном юбилейные фестивали, посвященные деятельности различных композиторов. Например, там, фестиваль Верди или фестиваль Моцарта. Были фестивали, которые приезжали к нам из других регионов. А вот свой оперный фестиваль «Ария Севера» появился действительно 20 лет назад. Большая заслуга нашего главного дирижера на то время Евгения Хилькевича и главного режиссера Сергея Чигирева, которые создали вот этот фестиваль, сделали его регулярным. В принципе, мы продолжаем традицию, мы делаем постановки, которые очень значимы для нашего театра, постановки последних лет с участием приглашенных гостей, которые выступают в главных партиях и радуют нас, удивляют, поражают. И, конечно же, это праздник такого общения, обмена опытом. Мы что-то берем у наших гостей, наши гости ознакомливаются о том, что в Якутии тоже очень активный музыкальный процесс, и появляются возможности для дальнейшего сотрудничества, для развития, для нашего участия в фестивалях, в конкурсах.
Мгм. Но это огромная работа, Владислав Валерьевич, да, собрать, во-первых, пригласить, организовать все это, причем нужен же нам очень высокий уровень. Мы как бы презентуем не только нашу республику, но и в целом всю культурную жизнь, да. А вот сразу возникает вопрос, наверное, это сложно организовать подобное мероприятие, тем более юбилейное. Наверняка встречались и трудности на вашем Да, пути. конечно, фестиваль не проводился вот в пандемийное время, есть определенные сложности, тоже финансовые. Мы решили посвятить наш фестиваль 70-летию Министерства культуры и духовного развития, который отмечается в этом году. И мы, конечно, очень благодарны нашим спонсорам, которые оказали нам очень важную поддержку, без которой мы, возможно, не смогли бы ее реализовать. Многие крупные компании пошли ну, вот на наш призыв и помогли нам финансово. Мы действительно вот во многом расходы, затраты на приезд гостей, на выплату гонораров, на проживание обеспечили вот за счет спонсорских средств. Ну, тогда давайте поговорим про тех людей, кто уже, наверное, собираются к нам и уже практически в пути. Некоторые, возможно, Некоторые уже приехали да. уже. Александр Викторович Морозов, Олег Диденко, они уже здесь находятся, готовятся к опере «Князь Игорь», в которой они участвуют на открытии фестиваля 2 ноября. У нас ожидается 11 гостей, это 2 дирижера, 2 музыкальных критика и 7 солистов, которые задействованы во всех постановках фестиваля. География самая широкая, вы уже сказали об этом. Это и Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Это также гости из Италии. И представлены самые разные школы, разные музыкальные театры, театры оперы, балета. Прежде всего, Мариинский театр, который представляет вот Александр Викторович Морозов, который является заслуженным артистом, исполняет партию Галицкого в опере «Князь Игорь». Также у нас представлены Московский музыкальный академический театр имени Станиславского Немировича Данченко. Также у нас Московская оперетта, Московский музыкальный театр на Басманной, Екатеринбургский академический театр музыкальной комедии и Ростов-на-Дону, тоже Государственный театр оперы и балета. Ну, очень интересно, да, люди, ну и, соответственно, программа благодаря этому будет, я думаю, не менее интересная, да. А во время фестиваля будет проходить всероссийская акция «Ночь в искусстве». А что театр подготовил именно к 4 ноября? Конечно, мы приурачиваем открытие фестиваля нашей, ну, вот великим таким полотном «Князь Игорь». Это Александр Бородин, один из таких столбов вообще русской оперы. И это в постановке Андрея Савича, которую мы представляли на днях Якутии в Китае в 2015 году. Она потом была также показана на сцене Большого театра, Мариинского театра. И долгое время не показывалась у нас в Якутске, уже почти 5 лет. И в этом году мы ее восстановили. Восстановили декорации, очень сложные там, решения художников. И вот сможем ее показать. Мы ее, конечно, посвящаем Дню народного единства, поскольку это наша история, это начало становления государственности России, это Киевская Русь. И, конечно, там есть какие-то моменты, которые тоже вот в настоящее время звучат очень актуально. А 4 ноября мы проводим акцию для наших подписчиков ВКонтакте. Эта акция называется «Вечер в стиле барокко», «Ночь в стиле барокко». Но это мы приурачиваем к акции «Ночь искусств», которая традиционно проходит во всех учреждениях культуры. И приглашаем вот всех тоже подписаться на наш канал ВКонтакте и получить приглашение на эту интересную акцию. Очень интересно, да, то есть идем в ногу со временем, да, не отстаем от новых технологий, да. Ну а в эту пятницу, дорогие наши телезрители, мы разыграем пригласительные на оперетту «Сильва». Вот, пожалуйста, Владислав Валерьевич, скажите, что за оперетта, да, несколько слов буквально. Оперетта «Сильва», ну, это одна из таких классических оперет, очень высокого уровня, которая исполняется не только музыкальными театрами, не только театрами музыкальной комедии, но также театрами оперы и балета и ну, самыми главными театрами нашей страны. «Сильву» мы покажем здесь с участием гостей. У нас приезжает известный дирижер Нодельман из Екатеринбургского театра музыкальной комедии, который как раз-таки очень известен именно в мире
оперетты. Он именно опереточный дирижер, поэтому мы тоже хотим взять его какой-то опыт, какие-то его приемы. Очень многого ждем от этого сотрудничества. И также у нас представят вот в качестве главных солистов артисты московских театров, музыкальной комедии, театра на Басманной, Ирина Суханова и Александр Степанов, которые исполнят главных героев Сильву, Эдвина вот в этой оперете. Я думаю, многие любители искусства сейчас уже заинтересовались, как они могут попасть, да, на оперетту «Сильва». Дорогие наши телезрители, просто посмотрите нас в эту пятницу. Ну, желательно, конечно, смотрите каждый день нас, да, ну а в пятницу особенно. И не пропустите розыгрыш пригласительных на оперетту «Сильва». Ну а мы благодарим вас, Владислав Валерьевич, что посетили наш утренний эфир. Конечно, мы надеемся, что данный фестиваль уже станет доброй традицией и, конечно, пройдет на ура. Ну а зритель получит, конечно же, свое удовольствие, а все наши приглашенные гости — овации. Спасибо большое. Ну а сегодня, 31 октября, в нашей стране отмечают День сурдопереводчика. Он был учрежден по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих в декабре 2003 года с целью обратить внимание общества на проблемы людей с нарушением слуха. Это профессиональный праздник людей редкой и очень востребованной профессии, работа которых связана с инвалидами по слуху. Мы, в свою очередь, поздравляем всех представителей этой важной профессии и благодарим вас за ваш труд. На календаре 31 октября. Сегодня отмечают Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Международный день экономии, Тыквенный спас, День сурдопереводчика и День работников следственных изоляторов и тюрем в России. По народному календарю сегодня Луков день. Святого в народе почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев. На Луку также было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники. Этот день в истории. В 1811 году в этот день открылся Императорский Сашкательский лицей. Легендарное образовательное учреждение в Дворцово-парковом пригороде Санкт-Петербурга выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества. В их ряду выделяется имя Александра Пушкина. Ежегодно 19 октября в честь открытия Императорского Сашкательского лицея в России отмечается Всероссийский день лицеиста. В 1961 году, 31 октября, тело Сталина вынесли из мавзолея. Вопреки ожиданиям, эту новость страна восприняла достаточно спокойно. В 1984 году в этот день совершено покушение на Индиру Ганди. В 2015 году произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом. 31 октября произошла трагедия, ставшая крупнейшей в истории российской гражданской авиации по числу жертв. Для 217 пассажиров и 7 членов экипажа рейса 7К-9268 этот день стал последним. В этот день родились Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель; Ян Вермеер, голландский живописец; Александр Алехин, русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам. В этот день увидел свет также Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; Гаврил Попов, советский экономист, российский политик, первый мэр Москвы. Именины сегодня у Андрея, Гаврила, Давида, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Луки, Николая, Семена, Сергея и Юлиана. Дорогие наши друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас хотим напомнить вам о том, что уже в эту среду, 1 ноября, телеканал «Якутия-24» подведет итоги первого телевизионного реалити-шоу «Городские девчата», который пройдет в ресторане «Хиллс» в 17 часов. Это будет грандиозный праздник не только для участниц, но и для нас, для организаторов этого мероприятия, потому что, конечно, самой главной такой новостью станет, кто же победит в этом реалити-шоу. И если вы хотите стать частью этого проекта и стать свидетелем финала этого события, то мы приглашаем вас в этот вечер. И можно будет отметить не только начало нового месяца, но и самое главное — узнать имя победителя нашего проекта «Городские девчата». Ну а мы, в свою очередь, сейчас готовы разыграть пригласительные для наших зрителей. Пригласительные вот выглядят у нас вот так. То есть 2 счастливчика из вас будут приглашены на это мероприятие
Все очень просто. Вам нужно будет лишь ответить на наши вопросы. Вопросы будут, конечно, связаны с участницами, а в частности с участием наших девочек в проекте. Ваша задача ответить правильно. Все вопросы будут продублированы на нашем телеграм-канале. Если вдруг не успели, не услышали, засомневались, обязательно посмотрите, проверьте. В телеграме будет дублирование всех вопросов. Ну что, первый вопрос звучит следующим образом. Как, по словам Александры Луковцевой, звали ее корову во время задания «Дойка коров»? Внимание, это задание проходило в одной из первых серий, да? Александра называла свою корову вот именно этим именем. Ну, достаточно забавная история. Я думаю, те, кто следили за выпусками этого проекта, ответят сразу. Вопрос номер 2. Как зовут пастуха, который принимал участие в съемках нашего проекта? Этот удивительный молодой человек присутствовал практически в каждой сфере. Я думаю, если, опять же, вы следили за проектом, то ответить будет несложно. Еще раз, как звали пастуха, который принимал участие в съемках нашего проекта? Вопрос номер 3. Что, по словам участницы проекта Сании Гордеевой, она готова была менять каждый день? Ну, цитирую ее слова. «Вы будете меня видеть каждый день в одной и той же одежде, но я буду менять что?» И опять же, если вы смотрели наш проект, там это сразу можно заметить, потому что она сдержала свое слово, это было еще в первой серии. Вот что-то она обещала менять каждый день. На одежду не рассчитывала, допустим, а вот это она меняла. Следующий вопрос. Кто из участниц проекта получила максимальный балл на задании «Колка дров»? Достаточно тоже легкий вопрос, потому что там был явный лидер, она наколола дров больше всех, быстрее всех, лучше всех, легче. И поэтому, в принципе, звание такой чемпионки по колке дров она получила заслуженно. Ну и финальный вопрос. Кто из участниц получила минимальный балл на блиц-опросе 7-го выпуска? Еще раз, минимальный балл на блиц-опросе 7-го выпуска. Достаточно несложные вопросы, конечно, если вы следили за этим проектом. Если нет, у вас есть возможность пролистать сейчас эти эфиры, они есть в доступе. Ну, конечно, возможно, это займет время, но в любом случае попробуйте, постарайтесь ответить на них хорошо, отсканируйте QR-код, пожалуйста, и вот мы ждем ваши правильные ответы. Возможно, именно вы попадете на финал нашего реалити-шоу. Дерзайте, пробуйте. Ну, а мы, конечно же, еще раз напоминаем, что вопросы уже находятся в Телеграме. Еще раз прочтите внимательно и ответьте. Ну, а мы продолжаем наш утренний эфир. Как мы все знаем, бухгалтеры живут от квартала до квартала. Часто можно услышать от них словосочетание «отчетный квартал». А как же употреблять это слово в русском языке правильно, мы узнаем из нашей постоянной рубрики. Доброе утро, дорогие телезрители! Как известно, в допетровскую эпоху Новый год никак не отмечали. А если и отмечали, то, как говорится, в рабочем порядке. Почему же так происходило? Дело в том, что в допетровскую эпоху года сменяли друг друга 1 сентября, то есть в самый разгар осенних уборочных работ. И сейчас начало осени – это начало нового сезона и начало нового учебного года. Все мы с вами или были школьниками, или сейчас являемся школьниками. Поэтому нам хорошо известно, что такое канцелярские принадлежности. Их очень много. Это и пеналы, и карандаши, и ручки, и папки, и тетради, и многое другое. А вот название одного из канцелярских принадлежностей очень помогает в запоминании ударения в одном из коварных слов русского языка. Это слово «пенал». Дело в том, что слова с финалией «ал», как сказали бы филологи, всегда умеют ударение вот на этот самый «ал». Судите сами. Пенал, финал и, конечно же, квартал. Ударение в слове «квартал» всегда падает на вторую «а», независимо от значения слова.
Давайте говорить правильно. Всего доброго. А теперь мы предлагаем вам отправиться в Мексику, где для хозяев с собаками открыли двери Музея современного искусства Тамайо. О том, как на это отреагировали четвероногие, на свое новое пространство для прогулок, узнаем в следующем материале. Для хозяев с собаками открыли двери Музея современного искусства Тамайо в Мехико. Посетители выставки «Собаки и искусство» теперь могут ходить по залам с мохнатыми питомцами. Мы выбрали несколько работ из нашей коллекции. Идея заключается в том, чтобы посетители и собаки могли подходить к произведениям искусства и знакомиться с ними. В основе прочтения выставки лежат эмоции. Нежные отношения, существующие между владельцем и его собакой, всегда присутствуют. Посещение выставочного пространства их укрепляет. Собаки спокойно ходят по залам рядом с хозяевами. Я считаю, что это очень хорошо, что в таких местах, как это, есть возможность привести с собой домашнего питомца. Было бы замечательно, если бы в других местах, подобных этому, можно было бы проводить время с собакой. Это было бы здорово. Ученица 6 класса Мила пришла на выставку с собакой по кличке Сакура. Мне понравилась идея пускать в музей собак. Я люблю везде брать ее с собой. Если собака не может куда-то пойти, я туда не пойду. Я надеялась, что выставка будет более интерактивной, что собаки смогут что-то делать. Если вы приходите сюда со своей собакой, у нее должна быть возможность что-то делать. Собаки вряд ли по достоинству оценили картины, висящие на стенах. Но им определенно понравилось изучать новое пространство для прогулок со своими хозяевами. Продолжаем тему братьев наших меньших. Почему при выгуле собак не следует отвлекаться на телефон, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При прогулке с собакой лучше не отвлекаться на сотовый телефон, иначе можно потерять контакт с питомцем, а также поставить под угрозу его безопасность. По словам эксперта, пока хозяин разговаривает по телефону или просто просматривает соцсети, питомец может подобрать отравленный продукт, сцепиться с другой собакой, попасть под колеса автомобиля, велосипеда или электросамоката. Кроме того, отвлекаясь, хозяин теряет контакт с четвероногим другом, что в дальнейшем может сказаться на психическом здоровье собаки. Во время полноценной прогулки нужно разучивать команды, вместе играть или просто следить за действиями своего питомца, чтобы лучше его понимать, сказал кинолог. Кроме того, вы сами можете путать собаку, демонстрируя противоречивое поведение. Например, увлекшись чем-то еще, вы сначала позволяете питомцу обнюхать куст, а затем, не заметив это, начинаете его дергать за поводок, чтобы продолжить прогулку. Тем самым вы можете запутать собаку, отметил Голубев, добавив, что это может произойти и в тот момент, когда животное захочет справить свою нужду. Обращайте внимание, это особенно, когда вы направляетесь на прогулку со своим четвероногим другом. Ну а мы советуем вам, если вдруг сегодня вы решили прогуляться, одеваться теплее. Ведь сезон ОРВИ и гриппа никто не отменял. Никому ведь не хочется болеть, хочется быть всегда здоровым, а порой уже нужно заняться и спортом, возобновить свои тренировки в спортзале. Тем более не за горами Новый год. Наверняка уже многие думают о том, как можно привести себя в форму. А для тех, кто только решил заняться спортом, думаю, будет полезен наш следующий сюжет. В каждом городе или даже в селах, в доступных местах сейчас установлены вот такие тренажеры, занимаясь на которых можно себя привести в хорошую физическую форму, и причем совершенно бесплатно. Но наступают холода, и заниматься становится не очень комфортно, ну и даже небезопасно. В холодное время года специалисты не рекомендуют занятия спортом на улице, особенно при нашем климате. Благо в городах, в частности в Якутске, мест, где можно тренироваться в помещении, сейчас достаточно. Анна Николенко по работе мужа с семьей часто переезжает из города в город. И, приехав в Якутск, была приятно удивлена наличием здесь хороших фитнес-клубов с очень профессиональными тренерами. Если верить ее опыту, не в каждом городе таковые имеются. Для любого непрофессионального, скажем так, посетителя клуба самым главным показателем является, как по мне, так, это не пропускание тренировок. Это желание приходить снова и снова.
В связи с тем, что тренировки я не пропускаю, можно сказать, что да, мне все нравится. Новичку важно попасть в то место, где сразу ощущается не только материальный, но и психологический комфорт, где есть общение и коллектив. Не лишними будут помощь и советы, особенно в начале, персонального тренера, вне зависимости от того, какие мотивы привели человека в спортзал. Особенно для женщин это хороший мотив прийти похудеть. А некоторые приходят, у офисных сотрудников, коих огромное количество, проблемы со здоровьем, со спиной. Для этого только спорт, только укрепление мышечного корсета и восстановление здоровья после различных заболеваний. Даже после ковид рекомендуют заниматься, потому что это легкие, это восстановление работы сердечно-сосудистой системы. Возраст для того, чтобы начать заниматься спортом, не имеет значения, будь это в 15 или 70 лет, говорят опытные тренеры. Главное – желание и регулярность занятий. Ведь телу, не избалованному активными движениями, нужно время, чтобы привыкнуть к новому спортивному образу жизни. Первые результаты обычно приходят где-то через 8 недель, примерно через 2 месяца. То есть вы в любом случае уже почувствуете и изменения в осанке, и в изменении выносливости, в дыхании. То есть вам легче подниматься по лестницам. Ну и, конечно, первые результаты – это как минимум минус 3-4 килограмма. Это всегда есть, если вы регулярно занимаетесь. И спустя примерно 2 месяца, уже видя первые положительные результаты, люди, как правило, меняют прежний образ жизни. И спорт становится уже не необходимостью, а потребностью. А спорт, как правило, он меняет отношение к еде, отношение к работе, к дисциплине, отношение, вообще настроение меняется у человека, когда он регулярно занимается спортом. Добиться стройной фигуры, улучшить здоровье с помощью занятий спортом можно самостоятельно и дома. Все зависит от умения, терпения и настойчивости. Но, как заверяют специалисты, занимаясь в профессиональных заведениях под руководством опытного тренера, эту дистанцию к стройности и красоте можно значительно сократить и сделать занятия более комфортными и качественными. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. Дорогие наши телезрители, если вы хотите поделиться с нами полезными лайфхаками, интересными новостями, а может даже хотите попробовать себя в качестве мобильного репортера, то смело пишите на нашу почту. Обратите внимание, вы сейчас видите адрес почты utro_Якутии @mail.ru. Вот сюда вы можете отправить свои фото и видеоматериалы, а также вы можете написать, допустим, про что это. Мы озвучим обязательно, все смонтируем и выдадим в эфир. Ну а если вы отправите готовый материал, то, я думаю, обязательно редакция оценит это, и вы уже увидите свою работу на республиканском телевидении. Либо, возможно, у вас есть очень интересные истории, которые именно происходили в вашей жизни, и вы хотели бы, чтобы об этом узнала вся республика. К примеру, предложение руки и сердца. Как это необычно сделал на весь мир французский фермер. Подробности далее. Эти буквы на поле написаны с помощью трактора. Вот так необычно фермер Жюльен Тельес из Северной Франции сделал предложение своей девушке. Он написал вопрос: «Выйдешь ли ты за меня замуж?». Над фразой длиной 180 метров Жюльен трудился год. Использовал трактор и кусторезы. Площадь поля 2 гектара. Закончив работу, он пригласил свою подругу Элоди Бюро на прогулку в поле. Когда они пришли на место, Жюльен сказал, что для нее есть сюрприз. Она может увидеть его на экране пульта управления дроном. Мы поехали на поле, там нас ждал человек с дроном. Он запустил дрон над полем. Я увидела предложение на экране: «Ты выйдешь за меня замуж», написанное огромными буквами. И тогда мой теперь уже будущий муж встал на колено и попросил меня выйти за него замуж. Девушка, конечно, ответила «да». Утро вечера мудренее, говорят в сказках. А знаете ли вы, что это выражение вообще означает? Так говорят, когда хотят сказать, что решение лучше отложить до утра. Ведь действительно, на свежую голову всегда и думается легче. И как раз с утра мы предлагаем определиться вам с выбором книги для чтения на эту неделю. Внимание, наша рубрика «Книжная полка». Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про чудесную книгу Владимира Яковлевича Пропа «Морфология волшебной сказки». Филолог Проп в начале 20 века сделал невероятное открытие. Он собрал огромное количество разных сказок и показал, что на самом деле их объединяет больше, чем мы думаем.
что у всех сказок есть примерно некоторый набор функций, что все сказки русские, они связаны похожими героями, и на самом деле сказка — это больше, чем мы с вами привыкли видеть. Если вы хотя бы немного хотите понимать, как работает народная сказка, почему она отличается от авторской, какой там есть набор формул, то эта книга подходит вам лучше всего. И читается она не тяжело, хотя это профессиональный филолог, хотя это, конечно же, литературовед. Мы понимаем, что сегодня его книга нисколько не устарела. И вы можете взять ее у нас в библиотеке, как сделал я, и увидеть, что здесь есть и вторая часть «Исторические корни волшебной сказки». И вообще Владимир Яковлевич Проб – один из столпов филологии, то есть 10 человек создали, по сути, русскую филологию, и, конечно же, один из них – это Владимир Яковлевич Проб. Когда мы говорим про сказку, мы с вами вспоминаем и то, что этот жанр очень живучий. Дети слушают от родителей сказку перед сном, читают ее сами, читают в школе. Сказки постоянно переиздаются и никогда не уйдут с прилавков, потому что многие жанры исчезли. Где сегодня ода? Да? Почему сегодня не пишут эпиграммы? А вот сказка, она будет вечна, несмотря на то, что она в чем-то архаична, может быть, даже именно поэтому. Несмотря на то, что сказка сегодня не меняется, она сохранила то ядро, которое было заложено народом, мудростью народа. Поэтому я всем советую, кто хотя бы немножечко задумывался о том, как работает сказка, как сказка нами запоминается и почему есть серый волк. Ведь он серый не потому, что у него шерсть серая, а потому что в некоторых сказках он помогает, в некоторых сказках он, наоборот, выступает как враг. Именно мудрость народа была заложена изначально в сказку. И в этой книге, не пугайтесь ее объема, здесь 2 части, и читается она не тяжело, с примерами, с приложениями, очень интересно. В этой книге вам откроются тайны существования сказки. Повторюсь, она есть в нашей библиотеке, вот, я ее читаю, думаю, еще, когда я верну, там есть несколько копий. Так что Владимир Яковлевич Проб, «Морфология волшебной сказки», я вам всем советую, любите жизнь, читайте книги. Далее блок новостей. Школьников Якутии приглашают на Олимпиаду поколения бизнес. Центр «Мой бизнес» объявил о начале приема заявок на участие в Республиканской олимпиаде по предпринимательству. По словам организаторов, это хорошая возможность для школьников 8-11 классов показать свои бизнес-идеи, получить полезные навыки и знания, а также познакомиться с ребятами со всей республики. Олимпиада состоит из нескольких этапов: онлайн-тестирования, обучения и разработки бизнес-плана, а также очной или дистанционной защиты бизнес-проекта. Победители по 3 номинациям получат дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Более подробную информацию и как подавать заявку можно узнать на портале мойбизнес.рф. Защита бизнес-проектов будет проходить в начале декабря перед опытной комиссией опытных предпринимателей, представителей институтов развития предпринимательства и общественных объединений. То есть они будут рассматривать бизнес-проекты участников. Это будет 45 участников из всех подавших заявки и прошедших обучение. Кроме этого, участники Олимпиады смогут участвовать в республиканской ежегодной выставке «Бизнес-экспо», которая будет проходить также в начале декабря, выставить свои товары, продавать их на выставке. И лучший товар получит спецприз. В Якутии продолжается оказание помощи на основании соцконтракта. Получателями могут стать семьи с детьми, одиноко проживающие граждане, чьи доходы ниже прожиточного минимума, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Как отметили в Министерстве труда республики, сумма соцконтракта была увеличена до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день заключили свыше 4,5 тысяч договоров, среди них 225 с военнослужащими и членами их семей. Получателями социального контракта также являются участники специальной военной операции и члены их семей с доходами ниже величины прожиточного минимума. Их сегодня 225 человек, абсолютно по всем направлениям, то есть это и поиск работы, и ведение личного подсобного хозяйства. Также обращаются за открытием собственного дела и, конечно, на иные мероприятия. В период осенних каникул у педагогов работа в разгаре. Они дополнительно учатся, повышают свое мастерство. Так, с этой недели учителя посещают краткосрочные курсы, которые организуют работники Института повышения квалификации. Сегодня на первые занятия пришли молодые педагоги, учителя английского языка и биологии, а также педагоги доп. Образования. Обсуждают новый федеральный стандарт проведения государственной итоговой аттестации, также готовят проекты для модульной программы. 230 курсов повышения квалификации уже проведены, где
обучение прошли более 10 тысяч слушателей, в том числе учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Также у нас планируется в ноябре, в декабре примерно 50-60 курсов очных и дистанционных. Во время месячника психологической помощи средняя школа имени Афанасия Осипова Бердигистяхи ежегодно проводит осенний праздник «Большая школьная семья». В этом году тема «Народы Кавказа». Проведены конкурсы «Вкусный суп», традиции гостеприимства народов Кавказа, спортивные соревнования, поиск клада. День единения с народами нашей многонациональной родины проводится при поддержке родительских комитетов классов. Также мероприятие рассчитано на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха. «Школа выживания» – это военно-патриотическая игра. Автор проекта Владимир Тарасов. Это мероприятие собирает старшеклассников, где они знакомятся со спортивным ориентированием, навыками выживания в условиях тайги. Вот школу выживания мы проводим 19-й раз, но главной задачей является выживание человека на природе. Обучаем по этим темам. Но самое основное, как добывать огонь, кипятить воду, работать компасом и вообще выживать на дикой природе. Ну, уровень детей очень разный, надо сказать. Сейчас в основном они сидят дома, и вот на природе мы даем практическое обучение. Ну, дети разные. В этом году у нас масштаб улусный. Переехали с Наслегов, что нас очень радует. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Итак, дорогие наши телезрители, напоминаю вам о том, что сегодня в прямом эфире программы «Утро Якутии» мы разыгрываем 2 пригласительных на финал первого реалити-шоу «Городские девчата». Этот финал пройдет в среду, 1 ноября, в ресторане «Хиллз». Мы ждем всех гостей обязательно, но только 2 счастливчика из наших телезрителей, кто смотрит «Утро Якутии», получат пригласительные на этот праздник. Поэтому вам что нужно сделать? Вам нужно ответить на 5 вопросов. Все эти вопросы у нас сейчас находятся на нашем телеграм-канале. Если вдруг вы пропустили их в начале эфира, вы можете прямо сейчас отсканировать QR-код, зайти в нашу группу в телеграм-канале, посмотреть вопросы, дать ответы. Ответы несложные. Конечно, для тех, кто следил за нашим реалити-шоу, это будет достаточно просто ответить. И далее с вами свяжется редакция и сообщит вам о том, что вы выиграли. Ответов еще, кстати говоря, полных нет, то есть шанс еще получить пригласительные есть. У нас есть ответы, но они не полные, то есть где-то есть ошибочки. Поэтому обязательно отвечаем, заходим в телеграм-канал еще раз, и ответы получаем мы до 10 утра. То есть вам нужно будет дать этого дня, то есть сегодня. Сегодня в 10 утра мы подведем итоги. Все будет в телеграм-канале. Мы продолжаем наш утренний эфир, дорогие друзья. Ну и, как всегда, по нашей доброй традиции, мы любим завершать наш утренний эфир такими очень милыми и добрыми новостями. И у нас есть новости из московского зоопарка. Для хорошего настроения в вольере панды Жуи слепили снеговика с морковным носом и бамбуковыми ручками. На кадрах, снятых в субботу, животное подходит к снежной скульптуре и съедает оставленное для нее лакомство. Есть хорошая традиция – снеговики для панд, и мы ее поддерживаем, написали в телеграм-канале зоопарка. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 30 августа. 24 сентября врачи зоопарка определили пол малышки. Это оказалась девочка. Родители новорожденной панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. В московский зоопарк Жуи и Диндин были переданы в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Добрые кадры, приятно наблюдать вообще, за тем, как все-таки наш мир уникален. Ну а мы хотели бы напомнить вам о том, что у нас в Якутске сегодня температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 8 градусов.
На улице холодает, будьте внимательны, одевайтесь теплее, шапочки, перчатки, шарфик уже просто необходимы. Ну а мы на этом с вами не прощаемся, говорим вам до новых встреч. Завтра в 7:00 мы вновь скажем вам доброе утро, Якутия.